Всем привет! Сегодня у нас 10 число, вечер. Вот идем по улице Октябрьской. Кто-то просил, чтобы я поснимал. Вот снимаю. Пожалуйста, все для вас. Как бы снимается по вашим желаниям. Какой тут забор интересный. Так. О-хо-хо. Так, мне на ту сторону надо. Как мне туда пройти? Тут перехода нету. Тогда пойдем до ближайшего перехода. Ух ты, смотрите, какая дорога-то вся накатанная. Ого. Идем. Таким вот образом падает небольшой снежок. Тепло градуса, наверное, -3. -4. Поэтому очень такая погода хорошая. Очень погода хорошая. И можно погулять. Телефон у меня не застынет, пока я иду. А у меня вообще-то цель определенная есть. Зайти. Вот здесь вот магазин есть. Там отдел сантехники. Вот туда мне надо. Так, ну приближаемся к перекрестку. Это улица Октябрьская и улица Пояркова или Аюнского здесь уже начинается. Короче, вот это вот. Так, снежок сыпет и сыпет. Так, что нам? 52 секунды стоит здесь. Мне вот на ту сторону надо пройти. Ну, смотрите пока. Смотрите, какую тут гору снега у нас. Гору снега, смотрите какую. Вот, уже сгребли, пожалуйста. Вот такие горы снега здесь убрали, соответственно. И теперь вот более-менее чисто стало. Снег вот стал более интенсивно сыпать. Сейчас 6 час вечера уже. Поэтому конец рабочего дня. Вот столько вот транспорта. Люди стоят на переходе. Вот таким вот образом. Так, переходим. Еще раз хочу напомнить, гололед, надо ходить осторожно. Так, здесь торговый центр Октябрьский. Куртки, еще что-то. Там тоже что-то продают. Тоже. Ну и вот переход. Вот это здание строят 1000 мелочей. Уже что-то никак сделать его не могут. Так, переходим. Так, это киоск Мегафона. Так, а он не работает же, да? Но он точно не светится. Такое здоровенное здание. Точно не светится, его еще не сделали. Так, а мы тогда пойдем. Но зато здесь забор убрали. Вот этот забор. Тут был, ой, извините, проход такой вот скрытый. Его убрали. Поэтому сейчас здесь можно спокойно ходить. А вот это вот напротив автовокзал якутский. Остановка. Здесь 6, 8. Подождите, какой еще? 20 останавливается. Еще какие-то автобусы. Но сейчас можно посмотреть. Вот там электронное табло есть. Можно посмотреть. Он показывает электронное табло, сколько времени осталось. Так, вот 41, 104, 6, 8. Ага, 41 еще здесь останавливается. Так, вот опять вывеска ремикса. Везде у нас шаурма вот здесь вот. Плов, пожалуйста, бифштекс, гуляш, чебуреки. А, это вон там надо заходить туда внутрь. И вам там сделают. Или вот можно посюда
шаурма. Вот прямо можно, смотрите, брать. С улицы холодильник стоит. Питье. Так, а здесь вот такое здание большое. Здесь на втором этаже, по-моему, находится большой магазин, а на первом Сбербанк. Так, а наша цель вот сюда вот пройти. Вот здесь вот где. Тут, по-моему, был какой-то... У них два входа. Вот здесь вот вход и там вход. Давайте мы куда зайти тогда? Ну давайте вот по этой вот я зайду. По такой эстакаде. Тут, кстати, какая-то акция у них проходит. Парикмахерская. Пенсионерам скидка. Ага, так что все пенсионеры вот сюда дуйте. Какая-то у них здесь скидка есть. Так, в масках, пожалуйста. Надо заходить в масках. Первый этаж. Такого нет. Химия. Здесь платежи принимают. Платежи. А здесь все за аквариумы у нас стоят. Рыбок продают. Продают рыбок. О, какие рыбки. Видали, да? Гуппи. А тут побольше меченосцы, по-моему, да? Вот они плавают здесь. Такие. А здесь черепахи. Здесь черепахи есть. Черепашки. Водяные. Вон их сколько. Вот так вот они живут здесь. Так, а ну что? Нам на второй этаж надо, получается. На второй этаж. Угу. Сдается в аренду помещение 30 метров квадратных. Так, второй этаж, поднимаемся. Так, и здесь что у нас? Титары. Это торговый комплекс, кстати. Инструменты, крепеж, сантехника, нижнее белье, чека. И чьи-то здесь следы. Кто-то уже наследил клей. Так, вот, я понял, где. Тут магазин сантехники. Здесь еще какой-то есть. Крепеж, да? Шурупчики. Короче, нифига там нету в этой сантехнике, то, что мне надо было. Придется идти искать другую сантехнику. Так, ну давайте спускаемся. Такой коврик выстелен, чтобы не грохнуться. Так, ну давайте погуляем с вами, пройдемся. Вот такая улица, вот машины тут ездят, а переход, вот он переход, да? Нам надо на переход идти. Идем на переход. Вот так вот мы идем. Сбербанк. Вот тут офис большой у них. Кому надо денежку там положить, снять, вот можете сюда или ипотеку какую-нибудь взять. Ну вот, мы поднимаемся сейчас
на горку. Горка, так сказать, такой холмик в Якутске. И на нем, естественно, такая высокая точка. На нем, естественно, вот церковь стоит. Раньше строили церкви таких на высоких местах, чтобы их не топило, и рядом делали кладбище. Ну, вот такая тут церковь, короче, получается, это вот это вот. Ой, как прикладбищенская церковь. Такая вот. Ну, идем. Вот он, магазин на горке, торговый центр. Вот, пожалуйста. Теплотрасса наша. Вот смотрите, сколько труб. Вон туда идут все. Так. Ну, а нам вот сюда вот. Сейчас мы выйдем на улицу Ленина. Так, кстати, светофор-то закрылся. Ну, посмотрим на дорогу, как что выглядит. А выглядит все вот так вот. Ух, собачки бегают, вон какие. Видели, да? Так, мы переходим. Нам 20 секунд осталось. 20 секунд. Да. Ну, можно погулять сейчас, кстати. Раз погода хорошая, что уж на автобусе ехать. Можно прогуляться, посмотреть. Воздухом подышать, вернее. Воздухом. Воздух, вот снег падает, очищается. Вот тут уже елочки, смотрите, елочки. Две елочки, одна пониже, вторая пониже. Ну и вот сам собор, этот Никольский. Не работает он сейчас, закрытый. Света там нету. Вот таким вот образом. Да, как вы видите, транспортный поток довольно интенсивный здесь. А вот это вот здание Долгострой, его сколько уже? Ой, уже очень долго его что-то достроить не могут. Уже лет сколько, не знаю, 6 или больше даже стоит. Ой, скорая вон несется. Слышите, да? Сейчас как раз пробки. Вот она пытается через эти пробки проехать. Вон. И вторая вот здесь вот мигалка. Ну, у нас заболевших-то как бы достаточно еще. Больше 200 человек вот выявляется. Поэтому вот эти вот меры, они соблюдаться должны. Так, напротив, вот здесь вот большой такой торговый центр тоже. Называется он... Ой, как же он называется? Я не вижу надпись. А, вон она. Палладиум называется. Вот как это называется. Палладиум. Точно. Так, и нам надо вон на ту сторону пройти. Это улица Лермонтова. Такая вот здесь движуха. Хорошая, интенсивная. Скорая одна за одной ездит. Так, 2 секунды осталось. Все, пошли. Вот, пищи, значит, можно идти. Пикает вот так вот. Так. Ну, я туда не буду заходить. Там мне особо делать нечего в этом. А мы с вами прогуляемся вот по улице Лермонтова. С этой стороны. Давно я тут не хаживал.
Так, а здесь что у нас? Электрика, Элсис, двери, плитка из Европы. И еще что-то там. Автозвук. Так, давайте идем. Здесь сейчас здоровски накатано опять машинами вот этими. Все. И здесь что? Мы видим какой-то киоск Босс. Здесь продают. Что продают? А, шаурма опять. Вот тут даже мини 160 рублей есть. Обычные 230. 24 часа. Так. Магазин «Солнечная Туймада». Продуктовый магазин. Такой небольшой. И здесь же у него добрый дракон. Это что такое? Реклама этого напитка. Газированного химовного напитка. Кто хочет свое здоровье потравить, может купить и выпить. Продам гараж. Смотрите. Вот телефон. Здесь, кстати, гаражи. А вот туда дальше, если идти, там будет, насколько я знаю, татарское и еврейское кладбище. Вон туда он. А там уже парк. Как бы он перед парком. Отдельно у них кладбище. Так, а здесь что? Автосервис. Мой гараж. Мой гараж. Ну и подходим. Вот это большая вот такая здесь площадка. И Ляйбутур. Это коньки. Кто любит на коньках кататься. Потом здесь местная команда тренируется, хоккейная, детская. Кстати, недавно видел, где-то они в сообщениях наши подрались. Полярные волки, по-моему, так их зовут, нашу команду. Подрались с какой-то командой с Россией тоже. Дети там друг друга. Битва на льду была. Там в интернете есть, короче. Дрались пацаны. А им сколько там? Им ничего, там лет по 10, что ли. Короче, вот так вот. Тренер сказал, что нормально. Типа, драться должны. Там кто-то что-то неправильно там. И, короче, оно понеслось. Вот еще одна мчится. Реанимация, по-моему, это. Вот таким вот образом. Такой денек сегодня. 10 ноября. Среда. Нам осталось сколько работать? Кто пятидневку работает 2 дня? Смотрите, это что такое? Кто-то пытался снеговика делать. Видали, да? Слепили одного. А где остальные-то? Нету. Ой, какая техника движется. Прикольная. Нравятся мне такие вот маленькие. Это какой-то трактор, что ли. Ну, велосипедисты тут сигают. Смотрите, у него вот сзади моргает. И спереди еще фара моргает. Так что для безопасности, конечно, надо. Идем вдоль, вот это стадион Туймада, большой такой. Ну а с этой стороны видим вот эти здания, многочисленные здания здесь настроенные. Вот вдоль дороги Лермонтова. Вот они, вон оттуда идут. Оттуда идут и вот так вот все. Смотрите, как Лермонтова улица преобразилась. Когда-то здесь были деревяшки двухэтажные. А вот стоит, смотрите, убирает снег, лед чистит. Вот эта штука. Он, видать, этот грузовик ждет. Так, ну и что тут мы видим? Эта улица у нас... Ой, Кирова, да? Кирова. Улица Кирова. Выходит вот здесь вот в сторону парка культуры и отдыха. А там вот вдалеке у нас находится рынок. Рынок продуктовый. Так, о. Ну подождем немного. Чего торопиться-то? Чего торопиться? Подождем.
Заодно я вам поснимаю вот ситуацию на этом перекрестке. Здесь, кстати, камеры висят, вон видно эти сооружения. Можно переходить, говорят, но это не для нас, это вот для этих вот. Все. Теперь мы стоим здесь, ждем. Сейчас пойдем. Так, пошли. Пошли быстрее. Опять же говорю, смотрим под ноги. Так, и быстренько переходим. А, вот видно, да? Парк. Я приближу его. Видно, да, вам? Парк культуры и отдыха. Вот такая вот светящаяся иллюминация у него. Ой. Вот так вот. О. На улице Лермонтова, конечно, здесь пробочка-то хорошая. Так, ну приближаемся. Приближаемся потихонечку. Помаленечку вперед движемся. Вот тут машины, как они быстро ездят. Ну, это к рынку они проезжают. Мы видим с этой стороны какие-то ряды, кстати. Да, ну вот получается это ряды под... Тут, по-моему, продуктовые. Там мясо продают, как бы, и тому подобные вещи. Овощи. Ой, как он мчится-то, а? Вот вообще что-то с ума сойти можно. Ну да, мясо продают. Ну мясо там цена, я уже не буду, рублей. Вот прямо тушки можно взять, купить. Ягода вон там продается, пожалуйста, вам. Денежки берите побольше. О, пес Барбос. Ты чей такой? Чей? Ждет, когда его накормят. Щиты. Так, распиловка мяса. Читаем вывеску. Здесь вот, если у вас есть туша, могут вам распилить. Что тут мы видим? Здесь вот такая вот площадка. Это Комсомольская площадь у нас называется, да? И мы видим, что здесь сгребли снег. Хотя снега тут очень и очень много. Хорошо. И вот такая вот площадка. Ой, горка. Смотрите. Это, видать, часть снега тут сгребли. И детишки бегают по этой горе снежной. Ну, наверное, еще больше нагребут и сделают тут такую полноценную горку. Здесь смогут дети кататься реально. А это вот Айсберг, торговый центр. Но я думаю, что там вход по QR-кодам опять. Да и мне там особо делать нечего. Там одежда всякая, вот это шмотки недешевые. Всякая ненужная ерунда продается. В общем-то, без которой можно обойтись. Так, вот, а без еды не обойдешься. Вот кушать надо каждый день. А еду там, ой, одежду можно еще где-то там взять. Кто-нибудь бесплатно отдаст, да, там, одежду, да. Там всякие эти общества же есть. А вот без еды ты не сможешь прожить. Так что на еду надо. Так, а здесь что мы видим? Карри. Лайм, Летуаль, Глория Джинс. Вот такая вот вывеска. Торговый центр Айсберг. И тут куча магазинов, короче. Или пройти, проверить, как он вообще. По кодам нет. Давайте с вами сделаем проверочку. Большой торговый центр, наверное, надо что-то предъявлять. Так, проверка QR-кода, точно. Плата на руки. 30 тысяч рублей. Что такое? А, это проверяется, не ошибаюсь. Вот строго QR-код. Вот тут. Взяли, да? Такая здесь монументальная такая выставка.
Так, и здесь мы точно проверяем. Я сюда не буду идти. Народу тут полно-полно. Короче, вход строго по QR-коду. Вот так вот. Вот так вот. У меня, в общем-то, QR-код есть. Поэтому я могу пройти, но мне просто там ничего делать. Я просто зашел, посмотрел. Вот еще одна. Тут собачка бегает. Куда она там бежит? Куда-то туда. Так, ну и вот здесь гостиница какая-то. Или тут ресторан. Угу. И вот здесь вот, ой, у нас рынок. Еда, без чего нельзя человеку ни дня прожить. То есть без шмоток там, без чего-то вы сможете. Ну, вот без жилища, конечно, и без еды у нас человек здесь не проживет. Однозначно. Вот такие вот. Тут лавки продают мясо, рыбу, всякое разное. Это мясо, вон, это даже за 200 рублей. Жеребятина, 500 рублей. Куски. Ага. Вот, ряды, короче. Вот собачка лежит. Ну, вот они такая порода у них, короче, у нас целиком туша. Такие здоровые. Шаурма, вот овощи. Так. Ну, здесь вот рыбка. Рыбка. Правильно, полезно в день. Сыр 600 рублей, пелик 300, 800, 500, 1000, чир, разная цена. Кита 400, горбуша 300, карась, ой, есть карась, по 200, по 180, ряпушка 250. Свежемороженое, все это дело, форель 900 рублей. Ну, в таком духе тут со всех сторон это все продают. Вот карасики продают. Карасики. Щука 160 на котлетки. Пожалуйста, какую рыбку ищете? Рыбку. Вот он. Здесь он рыба, пожалуйста. Видали, да? Сколько рыбки, сколько рыбки. Вот, продают здесь у нас рыбку. Можно купить, сделать строганинку и покушать хорошо. Вот такие вот ряды здесь. Ну а сзади меня там находится уже непосредственно рынок крытый. Я уже не буду туда тоже заходить. Лучше мы с вами вот здесь вот погуляем. Тут тоже вот эти вот большие такие павильоны есть. Тут продают одежду. Хозмаркет, кстати, здесь. О, смотрите, видали, да? Кому там что надо. Кстати, зайти что ли в хозмаркет? Наверное, надеюсь, тут QR-код-то не надо, маску только. Давайте зайдем. Требуем. Я пришел, короче, да, вышел оттуда, Бентрики. 1300 рублей. Вот это как. И всякие тут штуковины. Всякие штуковины. Ручки, календари. Так. Синяя. Ой, даже веники продают, смотрите. Банные штучки. Сколько один веник? 306 рублей веник стоит. Кстати, хороший. Вот это какой? Заготовлено без химии. Вот так вот. Вот, пятки тереть. Хорошая штука. Вот походишь, когда много, вот пятки потом надо тереть вот этой штукой. Ой. Так. Флаги продают.
Флаг республики Саха-Якутия. Вот он. Всякие разные. Что тут только нет, короче, я удивляюсь. О, палочка для обуви. О, ледоходы продают, смотрите. 4 плюс 4, сколько они стоят? Вот эта вещь сейчас нужная. Сколько стоят они? Ледоходы детские, а это детские, 290. А, вот это детские. А это какие ледоходы? Не поймешь вообще. Ценник-то где у них? Ценника не вижу. Ну, если эти 297, эти, значит, рублей 500. Я так думаю. Носочки. Вот теплые носочки. 161 рубль. Шапки. Ну, сейчас хозмаркет все подряд продают. Варежки, вот, пожалуйста. Сейчас как раз они надо. Нужны будут. Так, сколько у них такая шапка стоит? 5 без цен. Бесценная. О, подушка. Кто любит летать в самолете или где-нибудь в машине ехать, вот, пожалуйста, удобно. Посуда. Посуда. Так, а это что такое? О! Это что такое? Это, по-моему, это рюкзак на колесиках должен быть. Посуда. И сколько здесь товаров всяких. Надо не дать. Магнит для ножиков держать. Ну что-то он дорогой. 400 рублей. 500 рублей. Куда такой дорогой? Я не знаю. Всякая утварь домашняя. Электрочайники. Ну, розетки даже у них есть. Фонарики. Разные. Лампочки. Лампочки. Лампочку надо брать без пульсаций. Она зрение не портит. Светодиодные. Обязательно. Удлинители всякие. Так. Вот, тут даже для этого есть. Для ремонта, смотрите. Кисточки. И вот эти вот штуковины. Пистолет. Изолента. Заматывать провода. И разные тут эти скотчи, да? Всякие разные. Сколько вот такой вот? 85 рублей стоит. Стандартный. Небольшую длину. Так, о! Эти накладочки. 840 рублей. Ничего себе, 1000 рублей. Что такие дорогие-то? Так, и здесь вот эти всякие туалетная бумага. Да. Да, на туалетной бумаге можно одной разориться. Салфеточки. Всякие разные. Вот здесь вот. Так. О, стремянка продается. 1861 рублей по карте. У меня всего 3 ступеньки получается. Вот эти всякие. Это вот снег грести как раз. Сейчас. О, вот для снега. Лопаты. И вот. Или деревяшку можно взять. Деревяшка есть. А тут вообще здоровая какая, смотрите. Вот так сразу чистишь и... А это что, типа санок, что ли? Похоже. Типа санок. Эти защитные перчатки. Борные. О, от тараканов, да, вот эта гадость. Вот у кого всякая нечисть дома есть, вот тут можно прикупить чистый дом. Защита от тараканов. Дуст. Двойной эффект. 29 рублей всего. Также можно взять вот мелок. 25 рублей. Какие-то приманки здесь такие. А, это вот эти вот приманки. Ну, по-моему, не вот вешал их, они нифига не реагируют на них. Так, щетки, веники.
Вот здесь убирать, пожалуйста, вам всякое. Ох, какая штука есть. Полы мыть дома. Швабра с этим, с ведром целиком. И сколько она стоит? 1360 рублей. Ого, цены хорошие, да? Цены хорошие. Ну, ёршики, само собой. Унитазные. Не золотые, конечно. Обычные, пластиковые. Ну и цена, соответственно. А, вот это вантуз. Вантуз пробивать засоры в трубе. Знаете, да? Они тут разные продаются. Даже такой ручной какой-то есть вантуз. На кухне там или где-то у вас там в ванне засорилась. Вещь нужная. Так. Всякие разные эти. Фу. Для стирки-то. Вот эти тазики, да? Круглые такие. Ведра. Ведро хорошее. Сколько? 10-15 литров объемно. Под мусор. Или вот такое вот. Вот под мусор хорошее ведро. Большое, широкое. Мусор, чтобы не в пакетах выносить, а вот в ведре прямо вынесли. Ну и все получается, да? Так, а здесь все у нас вешалки. Но я здесь уже был. Здесь я уже был. А это что такое? Это же эти перья павлина. Какие они? Видали, да? Кому перья павлина надо? Знаете, сколько одно перо стоит? 17 рублей. 70-80 сантиметров. Натуральное. Что с ним делать, так я не знаю. Так, а вот я нашел эти елочные украшения. Здесь уже продают, пожалуйста, наклейки. Год тигра будет. Смотрите, вот на окно наклейка. 79 рублей. Такие вот наклейки разные. И все такое стандартное, да? С Новым годом тигра. Такая вот 63 рубля стоит. Узоры с Новым годом. Птички какие-то. А это для чего птичка такая? Не пойму я, куда ее девать. Вот елочка маленькая, смотрите. 680 рублей. Ничего себе маленькая. Дорогая какая. Да. Мелкая вот эта вот мишура. Вот это дождик новогодний. Это более пышное. Вот что такое эти. Для подарков. Вот такой есть, смотрите. Ой, прикольный, да? Опс. Вот так мы его сюда. Это выжжено. Здесь вот дождик. Верхушки. Так. А это что такое? А, это там что-то светится, да, понятно. Светящиеся. Вот такие, здесь такие гирлянды. Новогодние украшения. А вот есть эти 560 рублей такая стоит. 550. Тигры. А у меня где-то есть тигры. Мне покупать не надо, талисман. Еще с прошлых годов мы покупали тогда. Угу. Можно вот такого взять, тигра. Сколько он? 250 рублей. Все такое дорогое стало. Фонарики вот такие вот. Сувенир подвесной. Там что-то светится внутри. Здесь эти шары. Гирлянды, да? Гирлянды разные. Какие есть. С пультом. 1500. Ну вот, а это что такое? А, это для физкультуры что-то занятием. Ну так что вот продают всякое разное здесь новогоднее.
Так, все, вышли, теперь идем дальше. Ну, а там вот у нас эти рыбы продают на морозе прямо. Ну, сейчас мороза-то толком нету, минус 5, вот где-то, минус 3. Поэтому, ну, уже продают на морозе мясо, рыбу. Так, ну и здесь вот эти вот всякие разные одежку. Шапки вот такие вот можно взять. Уже сворачиваются люди и собираются. Потому что времени уже много. Вот, прямо тут не пройдешь, не проедешь. Шапки всякие, что тут только нету. Вот, унты есть. Зимняя обувь. Это китайская. Это китайская. Рубашки прямо здесь висят. Вот людей. Так они, вот эти вот продавцы, они халаты всякие, рейтузы. Эти продавцы тут стоят практически всю зиму. Вот таким вот. Все, вышли мы, короче, вышли отсюда. Ну а здесь, короче, вот здесь вот сам этот рынок. Вот тоже он, по-моему, уже заканчивается. Люди сворачиваются здесь. Карась 180 рублей. 200, 180. Вот они, карасики. Подлетка. Там тоже что-то продают. Ну и все, выходим вот мы здесь. Выходим на улицу. И здесь увидим очень много машин. Потому что рынок и все вот крутых, на таких крутых тачках, лимузинах, всяких Роллс-Ройсах подъезжают затовариться. Потому что цены здесь, ну, такие, что не каждый их потянет. А у кого толстый кошелек. Так, идем. Снежок все падает, падает. Второй день уже снежок падает. И вот здесь вот эти вот новые такие вот здоровые небоскребы. Смотрите, какие у нас здесь вот на Лермонтова настроены. Ух, у меня даже не помещается это все дело. И вот туда вдаль идет. Вот такая вот улица Лермонтова стала. А я вон оттуда пришел. А с правой стороны вот здесь вот рынок продуктовый и Айсберг торговый центр, где мы с вами были. Смотрите, какой трактор здоровый. Ой-ой-ой. А тут-то как накатано-то, а? Как здесь скользко. Смотрите. Это просто кошмар какой-то. Здесь автобусы, вот остановка. Вы смотрите, это просто какой-то... Как он тут останавливается? Вообще гололед же жуткий, да? Жуткий гололед. А вот эта техника. Сейчас улица Ленина делает. Вот собака. Что она тут? Спит. Так, и сюда можно зайти погреться. Настоящая пекарня, сеть вот этих пекарен по городу. Да, вот так вот в пробке. Сейчас поедешь в пробке. Так что пешком даже лучше ходить. Быстрее дойдешь. Тем более морозов еще таких нету. Ну вот морозы ударят, сразу машин меньше будет. Вот, слышали, да? Как она машина там буксует. Буксует. Все накатанное. Что-то нифига не подцеп... О! Видали, да? У него летняя резина, он не может ехать толком. Вот так вот. Так, давайте переходим с вами. 30 секунд. Переходим. Смотрите, как здесь ужасно все. Надо такими мелкими шажками ходить. О, еще один. Куда это они? Это вот на площадь, на проспект Ленина, наверное. Там копают что-то. Весь перекопали проспект. Вот этой техникой такой. Кстати, да, ага. Вот. Так, все, переходим. Переходим. 14 секунд у нас. Совсем мало времени. Надо быстрее успевать. Не дай бог. Здесь со всех сторон здесь машины что-то
жуть вообще какая-то. Ой, тут тоже такой этот перекресток страшноватый. Вот один туда, второй туда, третий туда. О, как едут. Видали, да? Во все стороны едут. Ну и дальше вот по Ленина идем. Надпись «Слава России». Кто-то сделал. А здесь эта деревяшка, она уже вся покосилась. Там, о, тут что, люди живут? Там свет какой-то горит даже. Ё-моё. Или уже их переселили куда-то. Не знаю даже. И здесь вот остановочка. Здесь у нас люстры, люмен, вот этот магазин. У них лампочки всякие, светильники. Сюда вот кому надо. Рядом с рынком крестьянским. Да, движуха, ё-моё. Ну ладно, я бы мог тут сесть, но я пройду еще дальше. Кстати, чтобы вам показать вот этот новый супердом. Смотрите, снежок. Снежок, и вот этот супердом построили. Вот в этом году его сделали. Видали, да, какой красавчик? Сейчас я пойду с другой стороны. Его поснимаю. Вот тут уже лавочки, кстати, сделали. Смотрите. Лавочки, можно посидеть вот здесь вот. О, видали, да? Ух! Чем-то гостиницу «Космос» напоминает в Москве. Она тоже таким вот полукругом. Ух, ё-моё. Смотрите, а что творится-то? Первый раз такое вижу. Тут лампочки прямо вот в этой, в тротуаре. Представляете? Лампочки. Обалдеть. Лампочки светят. Ну вы видали, да, где-нибудь такое? В Якутске. О, какие колонны здесь толстые. Видали, да? Колонны толстые. И вот это вот, видать, это охладители. Смотрите, сделали охладители из этого металла. Металлические они. Ага. Охлаждение, чтобы сваи эти вот туда холод вниз проходил, и чтобы они промерзали, хватит. То есть вот по новым технологиям вот так вот сваи захолаживаются, получаются там внутри, чтобы тайки не было, грунта. Сейчас, как известно, глобальное потепление у нас по всему миру, да, климат меняется. Для Якутска это очень и очень значимо все это, поэтому вот в новое здание построили, вот это вот, здесь, смотрите, вот эти морозильники получаются, которые там масло или что там закачано, короче. И вот он морозит. Туда вниз эти трубы уходят. Туда вниз. Вот так вот все выглядит. Кстати, первый раз я такое вижу. Вот и здесь тоже. Все, короче, сваяны, они вот так вот с такими холодильниками, которые морозят, там промораживают. Ну и здесь вообще шикардос. Да, не зря я пешком пошел, да? Смотрите, как все тут. Ух ты, вообще супердом. Вход. Ну, здесь, наверное, какой-то магазин будет или торговый центр. Такая широкая лестница. Для чего же она еще нужна? Паркинг для велосипедов и этих самокатов. Ну и вот так вот подсветочка такая идет. И там вот подъезд третий, видать, да? Здесь еще не убрали, что-то делают. Ну, там еще ремонт, внутренние, наверное, какие-то работы будут делать, отделочные. Смотрите, как все тут выглядит. Третий. Так, и вот здесь вот сбоку у них есть вот этот паркинг. Паркинг 2,2 метра. Вот тут шлагбаум, то есть, а там, видать, парковочное место. Это называется, кстати, жилой комплекс «Панорама». Утум Инвест. Вот так вот я снимаю сейчас широким углом. Самым широким углом, чтобы у меня все влезло. Вот так вот выглядит он. Вот, панорамку вам еще сделать. Так вот. И здесь улица у нас. Это улица Курашова, да? Или Короленко. Курашова. И напротив, вот мне туда надо попасть было. Это магазин Сластена, где продают мороженое. Ой, как они пищат там, а. Тоже пробка, разъехаться не могут. Ого, тут смотрите, как в Шанхае там, где-то во Вьетнаме. Движуха такая, все гудят со всех сторон.
хотят проехать. А вот если туда дальше, вот по этой улице Курашова, там вот Якутская республиканская клиническая больница. Целый комплекс зданий там. Кабан, Китагава, короче, пекинская утка вот там вот. Ну, а мы купим мороженое. Сейчас сходим морожку. Там я сразу беру килограммовую пачку, чтобы не заморачиваться с этими. Ой, прямо они проехать не могут, смотрите. Гудят друг дружки. Надеваем маску. Проходим. Так, где тут мороженое? Так, а вот 232 рубля. Пломбир. С орехом есть, с изюмом. Вот он, килограммовый. Здесь поменьше будет. Так, здесь еще заморозки разные есть. Всякие разные заморозки. Вот сколько ассортимент здесь. А, это морпродукты. Ё-моё. Морпродукты, ягоды. И здесь вот тортики. По 600, 700, 900 рублей. Цены разные. Так, пирожки, пирожные. Заморозки. Овощи. Так, овощи. Здесь что? Вареники, пельмени. Цены разные. А здесь мороженое уже можно купить. Большой ассортимент мороженого. Вот такое за 30 можно. За 24 даже можно купить. Ну вот, короче, я взял мороженое, то, что хотел, килограмм целый, с изюмом, пломбир. И вот очень удобно жителям этого дома. Вот так вот они вышли, спустились, перешли дорогу. И вот здесь у них куча ресторанов. И вот это вот сластена находится. Вот тут такое строение. Но, конечно, движуха тут, ё-моё. Много машин вот с шинами царапают. Просто проехать не могут. А опять здесь пробка. Смотрите, пробка на всю улицу. Ё-моё, он до туда, до светофора. Не, я уж не буду ждать. Это сядешь туда и потом будешь ехать бесконечно. Лучше уж пешком. Так, а здесь видим новогодний розыгрыш. УРУ. Так, Саха, экспоцентр, 3-й этаж, ТК Делай, 1-й этаж, Лермонтова. Это где эти продают, да? Какую-то тачку здесь. Не знаю, что за фирма. Hyundai или что такое, я не знаю. Вот она. УРУ. Новогодний супер розыгрыш. И там он бантик. Ювелирная компания. А, это, видать, у них надо что-то покупать. Какое-то изделие, если вы купите за какую-то сумму, вот вы можете вот такую вот тачку выиграть. Новогодний розыгрыш. То есть, видать, в Новый год будет это все происходить. Так, ресторан Пекинская утка. Вот такой вот он. Мебель на заказ. Там и деревца такие стоят интересные. Так, а мы вперед проходим. Вперед. Причем идем быстрее, чем вот эти машины движутся. Представляете, да? Вот так вот машина. Когда много машин, ничего хорошего нету. Пробки. Едешь. И у нас Якутск-то маленький. А когда вот откуда-то приезжаешь издалека, сейчас зайдем вот только в магазин, издалека приезжаешь, что, ё-моё, там гонишь, а здесь вот в город приезжаешь, и сразу скорость падает у машины, и в пробках стоишь, и в пробках.
Так, только супермаркет. Тоже масочку надо. Заходим. Вот за Новый год домой. Здесь корзинку. Так, хоть хорошо, мне нравится. Тут вообще народу нет. Вообще народу. И можно спокойно ходить, без толкотни. В кассе тоже людей нет совсем. Что такое? Макарошки. Так, картофель. Почем картофель-то у нас? 69, да? Надо картофель мне взять. Ой. Когда он какой-то мелковатый. И уже лежал давно он. Чего вот они? Ё-моё. Что какой-то нехороший картофель. Мелкий. Еще за такую цену. 70 рублей килограмм. Не буду брать. Капуста сколько стоит? 90 рублей килограмм. Так, а свекла 145 рублей. Свекла. Лук 75 рублей.